Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что о вас говорят? Какие сплетни о вас ходят? Кто перемывает вам кости? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, интересный поворот событий. Вас показывают в короне. Одни люди этому рады, а другие наоборот. Человек на букву В перед вами как будто бы роль играет. Это может быть и мужчина, и женщина, имя, либо фамилия. Но мне больше идет как имя, буква В. Перед вами роль играет, якобы за вас, на вашей стороне, всячески вам помогает, сочувствует, участвует. А на самом деле это либо какой-то шпион, либо человек, который свою какую-то выгоду хочет поиметь благодаря вам. Как двойную игру даже. Вот играет двойную игру, еще так мне идет. Будьте осторожнее. Любовь и привязанность этого человека не настоящие. Пока человеку выгодно, пока это в его интересах, человек ведет себя максимально лояльно. Как только что-то поменяется, либо человеку будет невыгодно, сразу увидите настоящее лицо. Вот человек именно на букву В. Так, по поводу того, что вы носите корону. Но корону на вас надели высшие силы, либо вы родились с этой короной. У кого-то из вас точно есть благородное происхождение. Ну, так иногда бывает, что люди не понимают, чьи они отпрыски, из какой линии идет их род. Опять же, были эти войны, революции, смены властей, да, вот все это было в истории людей. И вот судя по этой короне, вот хотите верьте, хотите нет, но у вас явно есть королевская кровь. Количество этой крови может быть тоже разным. У кого-то много, у кого-то совсем чуть-чуть. Но королевская кровь, она присутствует, потому что сами высшие силы видят вас в короне. Вы родились с короной, а это прямая отсылка к тому, что королевская кровь, кровь правителей, династий, сильных мира сего, она есть. Также по короне вы очень одаренный человек, очень талантливый, очень способный. Вы очень отличаетесь от тех, кто вас окружает. Несмотря на то, что живете, возможно, вы скромно, вы хорошо воспитаны, вы человек, который уважает других, уважает чужое мнение, не навязывает свое. Вы человек, обладающий выдержкой, терпением, тактом. Да? Вы все равно отличаетесь. У вас даже как взгляд какой-то особенный, королевский. Одним взглядом вы можете человека либо возвысить и сделать счастливым, либо опустить и сделать самым несчастным. То есть вам иногда даже и говорить не надо. Просто достаточно вашего взгляда. Во взгляде там прям все читается. Да, и даже самый тупой человек поймет, о чем ваш взгляд. Мне вообще кажется, что вы даже каких-то лихих людей взглядом умеете останавливать. Действительно останавливать. То есть в замысле плохом, в действии в плохом. То есть достаточно посмотреть, и человек такой оп, и присел, да, раз и обделался, как говорится. Так, многие люди вами восхищаются, ну, действительно относятся к вам с уважением, с почетом. Очень счастливы тому, что имеют возможность быть в кругу ваших знакомых. А если в кругу ваших друзей, так это вообще счастье, да, повезло. Большой куш в жизни сорвали. Но есть люди, которые очень сильно завидуют, откровенно завидуют, ревнуют. Люди, которым ваша корона глаза слепит, понимаете? Хотя, еще раз говорю, вы очень скромный человек. Очень скромный, порядочный человек. Хорошо воспитанный человек. Ну вот завистникам глаза слепит ваша корона. Здесь какая-то вот женщина показана, которая не спит, не ест, постоянно о вас думает, вы ей как кость в горле. Она считает, что из-за вас, вот у нее там жизнь не случилась, да, либо из-за вас у нее там карьера не сложилась. Вот и не будет вас, и она вот ваше место займет, да, либо
как только там с вами что-то случится, то у нее там прям новая жизнь начнется. Очень глупая, очень завистливая, очень ревнивая женщина. У кого-то это соперница в любви. Даже если эта женщина живет с мужчиной, да, но она все равно видит в вас очень сильную угрозу, она вас боится, и она вас, ну, извините, ненавидит, да. Даже если этот мужчина рядом с ней, даже если она его там магией удерживает, либо магией к себе привязала, все равно вот этот животный страх, он ее не покидает. Эта женщина буквально за вами следит, может даже деньги тратить, нанимать людей, чтобы за вами следили. Она может постоянно на вас, допустим, гадать, да, что у нее есть какой-то знакомый мастер, и она постоянно обращается, там, что там вы задумали, затеяли, стоит ли ей бояться, что ей нужно предпринять. Может даже заказывать какие-то, ну, негативные черные обряды по поводу вас. Но вам ее не нужно бояться, потому что она словно бы, не знаю, какая-то мошка, да, маленькая мошка, да, надоедливая, да, зудящая, но никак на вас не влияющая. У вас 3 круга защиты, я вижу. Родовая, врожденная и от высших сил дарованная. 3 круга. Такую защиту очень сложно пробить. Ее можно пробить только лишь в одном случае, когда вы собой не владеете. Когда происходит, это когда вы расстроены, когда вы очень сильно переживаете, либо когда вы заболели, да, вот снижается ваша защита. Ну и то, знаете, чтобы пробить, нужно очень сильно постараться. Судьба у вас непростая, судьба у вас сложная, я это вижу. Судьба, ну, обычный человек с такой судьбой не справится. Обычный человек от такой судьбы рано уходит. А вы прям держитесь, и вам есть что показать, вам есть что предъявить. Смотрите, такое впечатление, что это воплощение, это переходное воплощение, то есть будет рост вашей души. То есть каждая жизнь, которую мы проживаем на Земле, она ведет к тому, что наша душа либо растет в своем развитии, либо наоборот понижается. Вот. Скорее всего, вы, будучи еще рядом с высшими силами, именно выбрали такой путь, именно выбрали такую судьбу. Ваша судьба тяжелая, но ваша судьба наполнена яркими моментами и особыми миссиями, заданиями. То есть вы помогали, помогаете и будете помогать тем, кто в этом нуждается. И неважно, это люди либо животные. Даже если вы считаете, что я ничего не сделала, на самом деле вы очень много помогаете. Ваш вклад, он просто невероятный, его невозможно оценить словами. Но вы не придаете этому значения. Я сейчас такую вещь скажу. Ну, я не знаю, конечно, как вы к этому отнесетесь, но я скажу, как я вижу. Мне вот идет, что вы нескольким людям либо жизнь спасли, либо жизнь значительно продлили. Нескольким людям, это не один человек. Даже вплоть до того, что вот, допустим, вы вышли замуж, а мужчина там имел предрасположенность там рано спиться и уйти к праотцам. Но благодаря вам, что вы боролись, что вы его поддерживали, что вы его там лечили, да, грубо говоря, не давали опуститься, мужчина там живет до сих пор, кстати, да. То есть вы продлили ему жизнь. Если бы не вы, его бы уже давным-давно не было. Также вы человек, обладающий очень сильной интуицией, вы способны предсказывать, предвидеть, предчувствовать. Вы можете этим и пользоваться, и не пользоваться, вы можете акцентировать на этом внимание, либо нет. Но ваша интуиция, она не только вам помогает от большой беды спастись, но и другим людям. Потому что очень многие люди за вами наблюдают, смотрят, что вы делаете, как вы поступаете, какие решения вы принимаете. Ну и, грубо говоря, под копирочку это все, значит, прибирают к рукам. И это тоже их спасает. Да? Вот есть люди, которые наделены интеллектом, да, видя вас, видя, как вы идете по жизни, как вы боретесь за свое выживание, за выживание своей семьи, они не критикуют, они вами восхищаются, они вам аплодируют и повторяют за вами. То есть вашими следами, да, по вашим тропинкам идут. И это им тоже помогает. То есть вы даже об этом не знаете, либо если знаете, то вы как-то не придаете этому значения, но вы очень многим помогаете. Так, еще я вижу, что вас в прошлом
испытывали, очень сильно испытывали. И испытывали вас темные силы. Вы буквально вот ходили на грани между ночью и днем, да, между белым и черным. Темные силы буквально отравляли вашу жизнь. Они очень хотели, чтобы вы перешли на ихнюю сторону. А как это происходит? Обычно человек скатывается к агрессии, к пессимизму, уходит от веры, да, разочаровывается во всем. То есть были вот такие испытания, но вы их прошли, вы умничка, вы молодец, вы прям всю себя проявили. Хотя вижу, что было очень и очень тяжело. Темные силы испытывали вас через своих прислужников, через людей. Людей, у которых нет души, нет сердца. Вот через них вас испытывали. Очень много мерзких и подлых людей вам пришлось повстречать. Очень много взаимодействия было, болезненного взаимодействия, но вы прошли. Вы действительно прошли. Вы доказали сами себе и доказали высшим силам, что вы приверженница добра и света. Да? И темные силы вот так ручки развели и сказали: вот блин, ах, не получилось, ну ладно, да, пойдем другую жертву искать, да, либо другую добычу. То есть те беды, которые были в вашей жизни, это были испытания, и именно испытывали вас темные силы. Они хотели вас повернуть на свою сторону. И если вы в тот момент, ну, грубо говоря, не справились бы, да, со своими эмоциями, с болью, то вы бы стали очень мощным оружием темных сил в борьбе против света, против людей, светлых людей. Ну, очень сильная бы ведьма из вас получилась. Очень сильный черный маг. Ну, понятно, что счастья бы это вам не принесло, ну и много бы беды могли наделать в мире. Но слава Богу, как говорится, да и вам слава, что вы смогли с этим справиться, что вы это все пережили и что вы на черную сторону не вступили. Еще, мои хорошие, очень болезненно вас воспринимают женщины. Почему-то женщины воспринимают вас как какую-то соперницу, да, что вы такая страшная соперница, что вы там всех мужиков уводите. Да? Возможно, мужчины в вас очень быстро влюбляются, а мужчины, ну вот сами себя не понимают, да, тянет, очень сильно к вам тянет. Но мне больше идет, что это как-то связано, опять же, с вашим родовым наследием, что вы из рода таких вот прекрасных женщин, сильных женщин. Женщины, которые всегда были любимы, но, опять же, счастья практически в жизни не было. Потому что из жалости выбирали мужчин, которые их недостойны. Какая-то жертвенность в семье, какая-то жертвенность в вашем генотипе, да, вот в этой цепочке ДНК, то, что передается по наследству. Вам бы это проработать, хотя, с другой стороны, я вижу, что вы уже, наверное, догадываетесь, о чем речь, и, возможно, вы уже над собой работаете. Ну, либо приняли решение, что я больше не буду жертвой, я буду жить для себя, для своего собственного счастья. В принципе, знаете, вот у вас судьба немножко идет не по сценарию. То есть есть судьба прописанная, да, предписанная, вот на роду написана, а у вас немножко вот по-другому все идет. То есть, возможно, вы действительно единственный потомок своего рода по женской линии, кто смог что-то изменить. Опять же, если у вас есть дочка, внучка, они уже будут идти совершенно другим сценарием, потому что вы уже очень многое поменяли. Вы уже как новые программы написали. Так, какие сплетни о вас ходят? Вот тут показано, что очень многие считают вас какой-то ведьмой, страшной в плане силы, да, не внешность, а именно сила. Очень многие, ну как, не в курсе ваших событий, только лишь поверхностно, да. И люди считают, что вы, ну, действительно чем-то таким обладаете, потому что вы, ну, со стороны вот это так выглядит, что вы очень легко решаете проблемы, что вы там вечно улыбаетесь, такая вот прям в хорошем настроении. И люди считают, что вот что-то нечисто, да, что не может быть так на самом деле. Потому что когда все плачут, вы одна только лишь улыбаетесь, не сдаетесь и идете вперед. Да? Ну и люди как бы начинают думать: да как так, да что происходит, там, кто за ней стоит. Какого-то любовника вам приписывают, то ли знаменитого, то ли очень богатого. А вы с этим человеком либо вовсе не знакомы, либо знакомы постольку-поскольку, да, там, ну, просто имя знаете. Либо когда-то вас друг другу представили. Почему-то считают, что это ваш любовник. Многих это пугает, многих это завораживает.
да, вот какой-то такой разговор еще ходит. Хотя я вижу, что все, что у вас есть, вы всего добились сами, вот как сами себя построили. Энергетика у вас птицы Феникс, птица, которая постоянно возрождается из пепла. И еще такую вещь скажу, что каждый раз, когда вы в проблемах сгораете и возрождаетесь, вы сильнее и сильнее становитесь, и вы краше и краше становитесь, вот так не идет. То есть очень необычно. Вас, ну, буквально проблемы закаляют, они вас, ну, еще можно с пилингом, да, с косметологической процедурой пилинг можно сравнить, когда старая кожа очищается и новенькая, молоденькая, мягенькая на лице. Да, ну и у вас-то каждая проблема, она вас закаляет, делает только лишь сильнее, красивее, здоровее, счастливее. Так мне идет, как иммунитет. Да, у вас иммунитет к проблемам вырабатывается. Так, талант вы своим детям либо передадите, если детей еще нет, либо уже передали свои таланты. Таланты, ну, разные, да, там творчество, талант зарабатывать, талант быть очаровательным, убедительным. Кстати, вы очень убедительный человек, вас невозможно переспорить, переговорить, хотя вы никогда не опускаетесь до спора. У вас всегда такие четкие и жесткие аргументы, что даже в голову никому не приходит с вами спорить. Поставлен язык, да, поставлена речь. Даже если вы говорите на каком-то диалекте, либо вы говорите на, ну, допустим, каком-то простом наречии, не знаю, как это правильно, сленг, да, на сленге говорите, все равно вы всегда оперируете большим количеством слов. И опять же, ваши аргументы, они как железо и бетон. То есть они прям так ложатся, так четко, да, четенько. И не подкопаешься. С вами невозможно спорить, вас невозможно переспорить. Ну и никто уже не пытается, я так понимаю. Кто у меня замужем? Ваш муж, ваш парень, может быть, гражданский муж, еще тот сплетник. И он очень много рассказывает по поводу вас, вашей жизни. Он любит похвастаться. И хвастается он постоянно вами. Вот. Мужикам своим знакомым рассказывает, там, семье может рассказывать. Вообще он гордится тем, что вот он такой счастливчик, и у него такая женщина, как вы. Также, мои хорошие, вижу, что у кого-то есть свекровь. И свекровь очень такая ревнивая, строптивая. Многое из себя там строит, там пытается вас воспитывать, либо как-то там к ногтю вас, да, приручить. Но с другой стороны, она тоже вами хвастается. Ну, прям в прямом смысле слова хвастается, когда она там со своими подружками, либо с другими родственниками, вот любит вами похвастаться и делает с большим удовольствием. Ей нравится, когда ей тоже начинают завидовать. То есть сама по себе она никакая, ничего там в ней такого нет, и вот она хвастается вами. При этом она ревнует, при этом она позволяет себе иногда вас обижать. А вы терпите, ну, потому что вы хорошо воспитанный человек. И также вы не хотите скандалов в семье. Может, вы и не терпите, может быть, вы очень мастерски уходите от каких-то конфликтных моментов. Но вам не хочется, чтобы в семье был скандал, чтобы в семье была какая-то вот тень, да, тень неприятностей. Так, на работе, кто у меня работает? Вот если у вас свой бизнес, то вас считают акулой бизнеса, страшной акулой бизнеса. Очень крупной и, ну вот, есть такое, да, что вот лучше с вами не связываться, лучше как держаться подальше от вас. То есть люди видят, что вы... Для вас нет ничего невозможного, да, вот именно в бизнесе. И если вы работаете по найму, то очень многим не нравится ваш профессионализм. Ну, не то чтобы не нравится, а скорее люди считают, что вы там, ну, показательно все это делаете, да, что вы типа сознательно пытаетесь других людей в плохом тоне выставить, ну, потому что они не способны работать, как вы. И даже если вы кого-то пытаетесь научить, люди не в состоянии понять. То есть голова так не работает, как у вас, да. И опять же, руки могут быть не с того места. Вообще мне идет, что на работе вам равных нет. Ни среди коллег, ни среди начальников.
То есть такой человечек, как вы, автономно может обслуживать всю фирму, либо все предприятие, и никто даже не заметит, что вы одна и нет сотрудников. То есть вы можете все на самом-то деле. А у кого-то отыграется, что есть начальник, который вас очень сильно за это любит и ценит. Ну, у кого-то наоборот отыграется, что начальник очень сильно боится вас, что вы можете действительно подсидеть, либо, не дай бог, там эти конкуренты переманят, и вы там другую фирму прославите, да, что им там конец придет. Так, соседи. Ну, во-первых, ваши соседи очень часто любят заглядывать к вам в окна, да, либо в квартиру. Там, если вдруг вы выходите, там немножко открыта квартира, люди любят заглядывать. Если, ну, там посещают вас, да, есть такое, что вы общаетесь, кого-то в дом приглашаете, все просто млеют от той гармонии, от той красоты и уюта, которые вы создаете у себя дома. Это действительно достойно восхищения и уважения. У вас невероятно приятная атмосфера, даже если живете вы скромно. То есть у вас всегда вот какой-то особый запах, там, пряностей, вкусностей, не знаю, цветов, может быть, там, вкусной еды. И все со вкусом, да, все со вкусом на своих местах. И даже если вы считаете, что у вас беспорядок, ну, это как бы творческий беспорядок, люди все равно видят в этом какой-то шедевр. Да, очень любят люди приходить к вам в гости. Соседи, ну, и завидуют, и тоже восхищаются. Ну, не все люди одинаковые, да, умные восхищаются, глупые завидуют. Но нет такого, чтобы кто-то там хотел в открытую с вами там сразиться, выступить против вас. Стойкие чувства самосохранения у людей работает. С вами нужно как-то очень деликатно обращаться, потому что вижу людей, которые пытались с вами бороться, и все они сейчас вот в каком-то разорванном, растерзанном состоянии находятся. Каждый из них получил свой бумеранг. Даже, кстати, возможно, разговоры ходят, что к вам либо хорошо нужно относиться, либо никак, да, иначе потом косточки не соберешь. Даже если люди когда-то давно против вас что-то сделали, и вы, например, там, потеряли связь с этими людьми, знаете, что каждый получил возмездие. Вот этот тройной круг защиты, он позволяет вам не только защищаться, но и запускать эти бумеранги. Да? Вот кто вам зло запускает, получает в ответ. Так, и еще я вижу, что вы долгожитель, у вас долгая жизнь, много лет отпущено, да, долгий жизненный путь у вас. Именно вы, вот кто смотрит эту отсыпочку. Если вы там переживаете, либо вас что-то беспокоит, но у вас действительно долгая жизнь. Еще мне идет, что, ну, как крайний отрезок, да, жизненного пути, он какой-то особо в благости идет, в почете, в уважении, в любви. О вас кто-то будет очень сильно заботиться, прям опекать вас. И этот человек либо уже принял по поводу этого решения, ну, либо как бы это решение, оно вот изначально было у человека, что вот я буду заботиться, да, я буду заботиться о своей маме, либо я буду там заботиться о своем родственнике, да, у кого-то и так отыграется. Вообще у вас очень мощный стержень, который на протяжении жизни вы постоянно прокачиваете, да, вот как спортсмены мускулы себе накачивают, либо там мышцы развивают, так вы свой стержень жизненный прокачиваете. Также у кого-то отыграется, что у вас сила в руках есть, силы, которые способны исцелить, помочь. У кого-то прям рука легкая на деньги, у кого-то рука легкая на то, чтобы там кого-то исцелить, у кого-то, чтобы что-то вырастить, да, любую палку в сухую землю воткнете, она там сразу листики и плоды дает. То есть есть у кого-то, да. Может, не у всех, но у кого-то точно есть. Опять же, кто это у вас видел, наблюдал, там мнение разделилось. Кто-то считает, что это божественный дар, а кто-то считает, что это магия, да, что вы там все это магичите. Вы очень неоднозначная персона, и
о вас всегда ходят разговоры. И это помесь, да, плохого и хорошего. Это как будто бы ваш шлейф. Где бы вы ни появились, всегда вот какое-то двоякое мнение складывается. То есть нормальные, объективные, адекватные люди думают о вас хорошо, ну а негативные начинают плохое думать. Вот и все. Вы как будто бы людей заставляете снимать свои маски перед вами и перед самими собой. Да? Вот человек сам может понять, если он думает про вас хорошо, он хороший человек, если плохо, то плохой человек. Так, еще про вас. Какой-то мужчина с кем-то говорит постоянно, он вас пытается по описанию искать, что ли, не так идет. Он вас описывает, но описывает настолько ярко, вот все думают, что вы не настоящая. Не знаю, то ли он вас сам разыскивает, с разными людьми общается, то ли он кого-то пытается нанять, чтобы вас нашли. Тут мужчина очень сильно в вас заинтересован. У кого-то отыграется, он заинтересован в вас как в специалисте, а у кого-то как в любимой женщине. Вот, вас кто-то ищет. Ищет, и он постоянно вас описывает, люди слушают и говорят, ну такого не бывает, да, таких людей не существует. И он такой, нет, она настоящая, она такая и есть. Мне еще кажется, что он по своим словам то ли ваш портрет заказывал, чтобы вас нарисовали, как-то так мне идет. Но интересно, ему суждено вас найти, я вижу, что вы встретитесь с этим человеком и сами уже все узнаете. Так, мои милые, будоражите, вы будоражите умы людей, и вам от этого никуда не деться. Это вы и ваша энергетика. Неважно, что вы делаете, как вы живете, как поступаете, все равно люди постоянно на вас внимание обращают. Так было, так есть и так будет. Будет. Неважно, сколько вам лет. Это будет. Необычная персона вы и необычную энергетику источаете. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.